Русские убивали народ Саха во время насильственного присоединения Якутии в 17 веке. Российская империя уничтожала Саха во время восстаний в начале 20 века. Сталинский режим истреблял народ Саха репрессиями в 1937-1939 годах. И после всего этого Саха идут воевать за Россию. И снова гибнут. Что с вашей памятью, Саха? Добрый день. Добрый день. Меня зовут Раиса Зубарева. Я представляю движение за независимость Саха. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Горохов Иннокентий Семенович. Сколько вам лет? 37 пол. Образование какое? Среднепрофессиональный. Кто вы по специальности? Рентгенолаборант. Фельдшер. Фельдшер? Ага. А в каком улусе? Родился в Верхоянском районе, а сейчас проживаю в Алекминском районе. Фельдшер-лаборант в Алекминской центральной районной больнице. Угу. И на войну прямо вы пошли из центральной районной больницы? Да. А вы пошли как медик? Ну, поначалу, да. Это контракт или... Контракт. Контракт. Угу. Поначалу, да, как медик, а потом? А потом прикомандировали в другую часть. Там уже как штурмовик. Давно вы здесь, в плену? Попал 1 октября. А на войне сколько были? Но я подписал контракт еще в Якутске 7 июня. Июль, август, сентябрь. 4 месяца? 3 месяца? Да. Где-то так. 3, больше. Чуть больше. Ага. А контракт по каким соображениям? Почему контракт? Как человек из медицины, там, военно обязанный. Ага. Чисто гражданский долг, ничего такого. Учили стрелять? Как говорят, кто-то учился, наверное, я с самого детства там стреляю. Охота? Да. Дом оружия, да? Сколько оружия дома? Одна. Там можно говорить? Не, Это одно. же дома. Одно ружье всего. Одно ружье? Угу. С кем на охоту ходили? Сам один. Один? Там с друзьями там иногда один. А с детства, вот вы говорите, с детства на охоте? С детства то или с отцом, или с дедом, или с каким-нибудь дядей. Ага. Самый крупный зверь? Самый крупный? Лось, наверное. Лось? Это сколько лет вам было? 16 или 17. А вы с Понятно. Якутии, да? Да. Я до 40 лет. Я родилась, жила и работала в городе Якутск до 40 лет. Когда мне было 40 лет, я уехала из республики, из страны вообще. Я работала журналистом в газете «Якутск вечерний». Читал. Самая популярная газета была. Да. Якутск вечерний. Самые интересные статьи. Вы... Я вот в Якутске тоже 5 лет проработал. А где? Вот в фтизиатрии. Туберкулезной больнице в реанимации. 5 лет там работал. Как там дела с туберкулезом? Как обычно, нормально. Нормально? Да, болеют. Много больных туберкулезом. Я когда-то слышала, что даже учительница в 17-й школе была больная туберкулезом. В младших классах. Никто от этого не застрахован. Сколько у меня знакомых там, тоже родственников через меня проходило, оперировались. Я-то в операционном работал, на наркозе. Нормальная зарплата была? Получше, чем в других больницах. В деревне лучше все равно. В деревне лучше. Там охота, рыбалка рядом. Все на якутском говорят? Алекминский район – это самый многонациональный район. Там все народы Советского Союза там остались. Кто там проживает? Там все проживают. Кто? Там якуты, овенки, русские, хохлы, хохлами называют. И татары, киргизы, узбеки, армяне, литовцы. А чем живет район? Что там, может, добывает что-то?
Там и газопровод идет, и нефтепровод идет. Так вот. Мгм. Там все есть тоже. Мгм. Вы подписали контракт, вы сказали, что вы, ну, я так понимаю, по идейным соображениям же, да? Да. Ну, чувство гражданского долга. А что это такое? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, что такое гражданский долг? И как Ну вот вы когда пошли подписывать контракт, что вы думали в этот момент? Ну, вот я как человек военнообязанный. Ну, военное положение, время такое. Мгм. А вы говорите военное положение, а ведь войну-то не объявляют же. Нет уже войны. Ну, не, Так война или нет? даже спецоперации, это все равно там военный же там есть, поэтому я тоже как бы военный человек. Мгм. А без вас бы на войне не справились. Ну, справляются, наверное. Как вас вообще взяли в плен? Что произошло? Мы раненые были. Мгм. Мы 19 человек поехали. 19 человек вас было? Поехали, там половина убила, половина раненых, живые остались. Что произошло? Ну, обстрелы, как на войне, Ага. И это было прямо при вас, вы все это видели? да. А в плен как вас взяли? Ну вот все после всяких обстрелов там зашли, все. Вы не жалеете о том, что вы подписали контракт? О чем жалеть? Не жалеете? Так вы бы сейчас дома находились, вместо того, чтобы здесь сидеть. Да. И все равно не жалеете? О чем жалеть-то? Все равно толку от этого нет, что жалеешь, не жалеешь. Все равно. Все, что должно было случиться, случилось. Вы мусульманин? Нет. Нет? А какая у вас вера? Ну какая у нас вера? Ну, у нас две веры сейчас в республике. Одна тенгрианство. Тенгрианство, да. Да, тенгри – это Ну, природа. Да, огонь, Огонь. вода, воздух. Да. Вы кормили огонь? Да. Когда? Ну, дома всегда. Что-нибудь новое кушаешь. Обязательно с огнем делишься. Ну вот смотрите, огонь, вода, ну природа, да? Да. Это высшее божество, да? Это вот самое главное в жизни человека – это жить в гармонии с природой. Да. Мы же саха такие, никогда не будем нарушать нашу природу, правда? Да. А природа это что? Это что-то живое, да, вокруг нас? Да, все. Все, что вокруг нас. Что вы делали на войне, убивая людей других? Если вы кормите огонь, если вы идете на охоту и просите у Баяная, да, прощения за то, что вы добываете себе пищу. Я не убивал. У вас было в руках оружие? Был. Зачем оно вам в руках? Ну, чтобы защищаться, наверное. Как это вяжется с клятвой Гиппократа? Вы были готовы убивать, чтобы вас не убили, правда? Возможно. Но в клятве же не написано там «умери» там. Но там же написано «не навреди», а у вас в руках оружие для того, чтобы навредить. Вы в 90-е годы были совсем молодым человеком, да? Ребенком. Да. Я вам могу рассказать, как было до 90-х годов. Я в школе училась в Якутске. Нас было 3 человека саха. Остальные все были русские. Я потом пошла в университет. Нас в университете тоже было не очень много в группе. Там 5 или 6 человек саха. Все остальные были русские. Практически весь университет учились одни русские. Когда наступили 90-е годы, в университеты стали принимать саха. Больше всего саха. То есть нас стали обучать. Да? Нам дали возможность получать высшее образование. Мы очень радовались. У нас был суверенитет. Да, до сих пор есть.
Нет. В 2009 году у нас суверенитета не стало. Нас заставили вычеркнуть это слово из нашей Конституции. Мы теперь не государство. Мы только называемся Республикой Саха. А на самом деле мы губерния России. Россия – это страна какого народа? Не знаю. Там кого только нет. Все. Какой народ называется в Конституции государствообразующим? Русский, наверное. Русский. Не знаю даже. Вы не читали Конституцию российскую? А Конституцию Республики Саха вы тоже не читали? Нет, не знаете. Я вам скажу. В Конституции Российской Федерации государствообразующим народом называется русский народ. То есть их большинство. Да. Мы компактно проживаем в своих национальных республиках. То есть Россия – это государство русских. Вы, когда пошли на войну, вы кого защищали? Русских или Саха? Ну, всех, наверное. Всех. Не только эти. Не только эти. Это. Не только их, да? А Саха тоже защищали. Ну, всех. А Саха каким образом страдает? Но я же говорил, у меня много братьев по мобилизации попало там. И много моих, наших земляков. Как думаете, как долго будет ваш плен длиться? Даже не знаю. Я уже о доме уже в прошлом году хоть на что-то надеялся, а сейчас даже не надеюсь уже. А почему? Потому что обменов практически нету. В прошлом году, вот 31 декабря, одни зэки уехали. А я не сидевший, к сожалению, не уехал. Поэтому сейчас уже не на что надеяться. Может быть, что-то может изменить ситуацию? Давайте подумаем, да, порассуждаем. Что может изменить ситуацию? Опять же, это политические темы. Обмен военнопленными – это политическая тема? Да это все политика все равно. Вот это вот военные действия, обмены, все это политическое. Слушайте, смотрите, вот если бы мы были независимым государством, я вот вам конкретно говорю, вы не хотите говорить на политические темы, я вам скажу. Если бы Республика Саха была независимым государством, вы бы здесь не сидели в плену, без надежды поехать домой, понимаете? Вы понимаете это? Да. Кто вас отправил на войну? Николаев отправил вас на войну? Я сам, я же говорю, на я сам. республиканском уровне. Сколько рекламы там? На каждом углу. Подписывай контракт, подписывай контракт. Если бы вам не лили в уши эту пропаганду из всех щелей, вы бы не поехали. Какой гражданский долг? За какую страну вы поехали воевать? Вы же не русские. Вы видели себя в зеркало? Бывает, вижу. Вы Саха. Украинцы нам ничего не сделали. И те мобилизованные, которые поехали ваши, как вы говорите, братья, воевать, они на самом деле не должны были туда ехать. Потому что это не наша война, понимаете? Это война Путина. И если бы мы были независимым государством, мы бы не принимали участие в этой войне. И вы бы не сидели здесь без надежды увидеть своих детей. Вы поездили по республике? По республике, бывал там, не во всех районах, бывал. В каком состоянии? Вы работали же, да? Вы же рентгенолог. В каком состоянии находится медицина? Нормально. В каком году был построен медцентр? Медцентр, даже не помню, в 90 каком-то. 4-й год примерно. Да, где-то так. Да. Кто его строил? Вы не знаете? Его строили, забыл что-то. Его строили сербы. Да. Да, и его строили, если я не ошибаюсь, итальянцы. Кто-то там. И австрийцы, потому что он называется австрийский. Да, австрийский центр. Да. 94-й год.
самый расцвет нашей государственности Республики Саха у нас была возможность и деньги позвать к нам иностранных, зарубежных специалистов, чтобы они нам строили объекты здравоохранения. Также стадион Туймада. Также стадион Туймада. Турки построили. Да. Также гостиница 5 звезд Тагин-Тархан. Да. Да. Так вот, если бы мы были независимыми, у нас бы не один такой медцентр был. Вы знаете, сколько у нас добывается алмазов и золота? Примерно. Как бы мы могли жить? Сейчас нет такой возможности. С 90-х годов оборудование в медцентре не обновлялось. И практически не было ремонта. Если бы перекрутить назад время, отмотать назад, вы бы поехали сюда? Нет, наверное. Наверное, или нет? Потому что, возможно, да? Правда? Нет. Точно Не нет, не поехали. То есть такое разочарование, да? Немножко есть. Наверное. Так есть или нет? Но я, главное, живой. Мне повезло. А мои друзья там в лесу остались. Половина нашей роты. Вот их жалко. А люди, которые в Украине, война идет, не жалко вам? Вы же медик. Вот в окно смотрю. Вот мне больше всех жалко вот эти маленькие дети там ходят. Их жалко. А женщин, а стариков? Ну, детей больше жалко. Сейчас воздушная тревога в Украине каждый день. Не смолкает. Особенно восточная часть. Люди гибнут каждый день. Вы же медик. Люди и так каждый день гибнут везде. Но погибнуть Ну, там, от да, удара российской... да, там здоровые люди гибнут. Вот это тоже, да. Ну, жалко, конечно. Все равно жалко. К вопросу о том, что никто ничего не может сделать. Да. Люди могут сделать, если они захотят. Но не один человек, это целая система должна работать. Если бы ваша жена и жена того, и пятого, и десятого, и 400 тысяч жен вышли бы на улицы и сказали нет, а по всей России их больше 50 миллионов, этих жен, может быть, тогда что-то изменилось бы. Может. Откуда я не понимаю, откуда у них это в голове? Я отдавал гражданский долг. Я там должен был кому-то там помогать. Бросил своих детей, бросил свою жену, бросил свою работу рентгенолога. Я так понимаю, неплохую, да? Востребованную. Он такой упертый еще. Я защищал, мои ребята погибали, я должен. Я, конечно, и не оправдываю, но и вместе с тем я понимаю, что это работает огромная машина российской пропаганды, в которую вливаются огромные деньги, в том числе и которые отнимаются у Республики Саха.